Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Кто хочет вашей любви? Если тема интересна, присоединяйтесь и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно, девки пляшут. Здесь не один человек, здесь два. Вот один, вот второй. Два человека, которые хотят вашей любви, но каждый хочет по-своему. Давайте я еще на оракуле посмотрю. Так, посмотрим, кто эти мужчины, их характеристики. Дальше я вам расскажу по знакам на песке. Мужчина с левой стороны, мужчина с правой стороны. Так, мужчина с левой стороны. Ух, ну мужик. Шикарный мужчина, девочки. Тут, как говорится, глаз не оторвать. Еще и тут червовый. Ну, такой, знаете, умеет и влюбить, и любить, и завлечь. И в постели он просто огонь. Мужчина с большим сердцем. Мужчина с большой буквы даже, да, не только с большим сердцем, но и с большой буквы. Человек свободный, либо человек, который недавно обрел свободу. Человека этого вы либо где-то видели, либо у этого человека есть возможность постоянно за вами наблюдать. Но мне почему-то прям идет из потока информация, что вы друг друга видите. Видите либо постоянно, либо периодически. Может быть, вы обращали на него внимание, ну, типа симпатичный мужчина. Либо вы его в упор не видите, но он вас не пропускает. Вот, не пропускает даже малейшего шанса с вами увидеться. Может, даже специально что-то делает для того, чтобы вас увидеть. Да, какой-то обходной дорогой ходит, либо куда-то он выходит, приходит, да, чтобы вас увидеть. У мужчины очень много мыслей о вас. Мысли разноплановые. Хочу, люблю, надо двигаться, надо признаваться, нужно вскрываться, нужно к ней подходить и нужно ей себя предлагать. Вот такой человечек. Кстати, классный. Так, с другой стороны, здесь какие-то страдания идут, несмотря на то, что аркан очень хороший, несмотря на то, что это сердце. То есть человек, который вас любит, но человек, который либо упустил шанс на любовь с вами, либо человек вас потерял. То есть отношения были, но как-то вот не дошло, может быть, вовремя, либо там характер какой-то противный, либо такие обстоятельства были. Кстати, и любовный треугольник может отыграться, да, когда человек просто упустил шанс, либо вас отпустил, а потом дошло, что вот вы и только вы, да, были для него любовью всей жизни, либо есть любовью всей жизни. Мысли, ну, как воспоминания больше идут, понимаете? Вот, воспоминания, страдания, такая неразделенная любовь. Ну, опять же, он даже у нас вышел, видите, такой вот прям скукоженный, весь такой хиленький, в такой кланяющейся позиции. А этот, наоборот, смотрите, такой здоровяк, бодрячок идет, прям живчик. Так, ну давайте начнем, пожалуй, со страдальца. Страдалец. Все мечтает, все надеется вернуться в вашу жизнь. Строит какие-то планы, пытается вам, я не знаю, там, писать, звонить и сам себя одергивает. Ему страшно услышать ваш ответ, негативный ответ. Почему-то он на 90% уверен, что ответ будет негативный. Может быть, действительно как-то некрасиво себя повел в прошлом, ну и думает такой, ну по заслугам. Видите, не зря он так кланяется перед вами. Ему бы очень хотелось выпросить ваше прощение, очень хотелось бы вернуться в ту точку невозврата, да, и вот по новой прожить это все. Живет он сейчас только лишь надеждами,
справляется с какой-то сложной жизненной ситуацией. Может быть, кстати, с другой женщиной там все у них рушится, ломается, крошится. И вот он думает, ну, сейчас освобожусь и к ней, да, и пусть она решает мою судьбу, вершит мою судьбу. А у кого-то отыграется, что, например, вы были в паре, в браке, но, например, мама могла его вмешиваться, разбила, разделила, наделала, значит, делов. Он, ну, конечно же, как преданный сынок, выбрал маму, с мамой пожил, понял, что мама там уже не в себе, по маме уже больничка плачет, причем психиатрическая. Вот, с ней там разругался, ну, как бы вас потерял. Такое. Вот чем дольше он без вас, тем сильнее он вас любит, тем сильнее смотрите, он постоянно как будто бы кается вот перед вашим образом, перед вашей фоточкой. Может быть, там даже в храм ходит, да, там просит Создателя дать ему еще один шанс на то, чтобы быть с вами. Но проблему он, конечно, в свое время вам создал. Что-то идет, что он плохо к вам относился, либо плохо с вами поступал. А вот другая женщина ему за вас отомстила. Причем отомстила там, в каком-то троекратном размере. То есть отыгралась по полной на этом мужчине. То есть все, что он сделал вам, он пережил на себе, только усиленное в 3 раза. Может быть, даже больше. Так идет. Но этот товарищ, он немножко позже у вас появится со своими этими поклонами, раскаяниями, покаяниями, вымаливаниями. Попозже появится. Но появится. Кстати, когда он появится, будет неприятно. Вот вам неприятно будет его видеть, даже если он будет перед вами кланяться, вы скажете: фу, я про тебя уже забыла и думать не думаю, а ты опять вот появился, глазам не мозолишь. Как-то вы жестко ему там ответите, вы даже от него отвернуты. Видите? Отвернуты, вы в его сторону совершенно не смотрите. Не хотите вы его, не захотите, не хотите. И для вас это уже прочитанная книга, да, то есть назад, в прошлое вы не хотите. Ни при каких условиях, ни за какие ковришки. У вас, кстати, даже может отыграться, что ребенок общий есть. Потому что, видите, между вами тут малыш стоит. Он может через ребенка даже как-то действовать. Он, ну, не то, чтобы он будет играть, да, на том, что он отец. Нет, просто... Ну, это как шанс, который он будет использовать. Он теперь будет все шансы использовать. И на жалость, и на сердечность, и детей будет разыгрывать, да, в любви, и что он только делать не будет. Если надо будет унижаться, он будет унижаться, девочки. Просто вам это уже не нужно, вы этого не хотите. Не хотите ни за что, никогда. И лучше уже одна, да, чем опять с ним в те же отношения идти. Даже если вам гарантии дадут, что они будут другими, он вам уже не нужен. Остыли вы к нему, все уже там сгорело, перегорело, в пепел превратилось и по ветру развеялось. Нет чувств к нему. Даже если не обижаетесь, все равно никаких чувств больше нет. Все. Просто посторонний дядька для вас. Да. Девочка, где-то через месяц-полтора ждите этого страдальца у себя на пороге. Сначала, скорее всего, какой-то звоночек, сообщение, либо кто-то придет за него, словечко замолвит. Ну, как-то хитро будет опять проникать даже, да? Не входить, а проникать в вашу жизнь. Это будет мерзко. Ну, по крайней мере, вы так будете воспринимать. Так, давайте вернемся к этому красавцу. Ну, надо же. Ох, джентльмен. Джентльмен удачи. Не, ну мужчина действительно хорош с собой. Я не знаю, почему вы его не видите, почему не замечаете. Либо, знаете, как еще может отыграться? Мужчина настолько хорош, что вы такая думаете, да, ну, 100% у него там куча женщин, да, не надо даже на него смотреть. Нет. Нет у него куча женщин. Да, есть там какие-то воздыхательницы, но нет. Этот мужчина видит только вас. Взорвали мозг. Ох, накрыла его чувственность к вам. Не знаю, он постоянно об вас мечтает. Причем мечтает по нижним чакрам. То есть ему хочется, ну, вами обладать. Вот
какая-то навязчивая идея вами обладать. Я не могу сказать, что он какой-то там тайный эротоман, и что он только этого и от женщины хочет. Нет, я этого не могу сказать. Ну, нет, он не такой. Он вполне себе адекватный, нормальный мужчина. Причем, кстати, очень умный. Видите, у него тут саламандра внизу в ногах. Умный, хорошо образованный, интеллектуал. Не знаю, может быть, головой зарабатывает, да, не руками, именно головой. Какая-то профессия у него важная, нужная, хорошо оплачиваемая. Ну вот прям понесло мужчинку, джентльмена понесло по нижним чакрам. Такое впечатление, что у него в жизни это впервые. Вот такое безумное желание обладать женщиной. Ну да, были там разные женщины в его жизни, и знакомства разные были, но так, чтобы прям с ума сходить, нет, такого не было. Вообще не было. И он сам себя не понимает. Кстати, это его немножечко пугает. Он иногда пытается брать какие-то паузы, ну, типа фокусироваться на работу, на там, увлечение, на спорт, чем он там занимается. Но нет, не идет. Даже то, что у него хорошо получалось, теперь не получается. Из-за того, что он на вас зациклен, залип на вас. Угу. Почему-то этому мужчине кажется, что вы не одна. Может быть, вы и правда не одна. Может быть, у вас кто-то есть. Ну, либо, знаете, он смотрит на вас и тоже такой думает, ну красотка, ну как? Одна? Нет, не может быть такого. На 100% кто-то есть. Вот сейчас он собирается силами. Он пытается себя как-то отвлечь, развлечь, сконцентрироваться именно на знакомстве, а не на своем интимном желании. Знаете, что его пугает? Его пугает, что он к вам подойдет и не сможет задержаться. Схватит вас в охапку и куда-нибудь с вами в лес побежит. Ну вот этого боится. Он боится своих реакций на вас. Либо, представляете, он к вам подходит, там, начинает с вами общаться, а у него там, извините, что-то начинает пульсировать и увеличиваться. И это видно, это заметно. Вот как бы да, думает, я опозорюсь. Все, она подумает, что я маньяк, и сразу меня пошлет куда подальше, а то еще полицию вызовет. Да, и смех, и грех. Ну надо же. А что вы такое делаете? Ну, девочки, напишите в комментариях, что вы такое делаете, как вы одеваетесь, как вы выглядите. Но мне просто вот как женщине интересно, как можно так мужика свести с ума. Ну. Вы ему постоянно, кстати, снитесь. Снитесь какой-то недосягаемой, неуловимой и исчезающей. Как будто бы он в своих снах за вами гоняется и никак поймать не может. Такая информация. Так, давайте теперь разберемся с вами, на что вы смотрите, куда вы тянетесь. У вас какая-то сейчас есть насущная проблема в жизни. У одних отыграется отсутствие любви, интимной жизни, даже если у вас кто-то там рядом есть. А у других отыграется, что отсутствие финансов, карьеры, какого-то вашего развития. И вы из, например, между любовью и деньгами выбираете материальное. В принципе, правильная позиция, практичная, да. Возможно, ваша жизнь научила, что не стоит кому-то доверяться, что все-таки нужно топить сама за себя, надеяться только сама на себя, ну и работать сама на себя, да. И вы сейчас к этому тянетесь. В принципе, любви тоже хочется, но деньги для вас в данный период, да, материально в данный период более важно. Смотрите, у одних именно деньги, да, у других может быть карьера и желание даже какой-то популярности, либо кому-то что-то доказать. Да, вот такое тоже может быть желание. Ага, вот, наверное, почему вы не замечаете этого красавчика. Вы на чем-то сфокусировались и все силы туда бросили. Возможно, не все получается, либо не так получается, как вы задумали, но тем не менее. Во-первых, я хочу вам сказать, что то, к чему вы тянетесь, в ваших руках 100% будет, потому что там, видите, даже крест вышел, это вам по судьбе. По судьбе добиться того, чего хотите. И добиться, и получить. И приятным бонусом у вас идет вот этот красивый мужик.
Да. Он идет вам приятным бонусом. Кого вы выберете? Ну, выберите вы себя. Это в первую очередь. Вы будете выбирать себя, свою реализацию, свои возможности. А второстепенно будет для вас вот именно отношения с мужчиной. Это будет именно второстепенно. В принципе, ну, не мне судить, но судя по этой отсыпке, все правильно. Все правильно вы делаете. Может быть, впервые в жизни вы так правильно рассудили, да, вот выбрали именно себя, а не уйти с головой в отношения. А здесь высшие силы вас в этом поддерживают, очень мощно, кстати, поддерживают. Ну вот молодец, да, молодец, что идешь к своей цели, а за мужика не переживай, вот, пожалуйста, да, выбор предоставлен. Я, к сожалению, не могу сказать, кого вы выберете. Я лишь точно могу сказать, что вы вот свою цель, вы до нее дойдете, вы ее получите, в руках держать будете. Единственное, что когда вы получите то, о чем мечтаете, вы не должны останавливаться ни при каких условиях и обстоятельствах. Не время почивать на лаврах. Нужно работать и шачить, пахать, вот как хотите, так и называйте, но идти только лишь вперед, причем идти напролом. Напролом, понимаете, вас будут пытаться тут какие-то люди остановить, не знаю, какие-то могут быть проблемки, но не надо бояться, надо идти напролом. Если остановитесь, вы замрете в развитии. Если пойдете дальше, заберете все и сразу. Такая информация идет. За личное не переживайте. Одна вы точно не останетесь. Ну, выбор вот он, да? Выбор есть. 2 мужика сразу. Кого выбрать, да, уже сказала, вы сами определитесь. Но по моим ощущениям, вот этого отставника бывшего вы точно не хотите. А вот с этим джентльменом, я думаю, что у вас все получится. Если он не будет жестить в вашу сторону, если он сможет совладать со своими чреслами, договориться, да, с писей, то тогда я думаю, что все очень даже неплохо у вас сложится. По крайней мере, с его стороны, говорите, со стороны этого страдальца дороги пошли, дороги. То есть он будет ходить в вашу жизнь туда-обратно, да, звонить, ходить, там, дергать вас. Но там просто дороги. А вот от этого, видите, вам тут букет цветов идет. По букету цветов, в прямом смысле цветы, да, свидания, романтика. И также могут быть очень хорошие подарки, и изобильность от этого мужчины, причем во всех смыслах, да, изобильности. То есть он такой, он не только на словах, он не только в постели, но он еще и по жизни может вас очень хорошо поддерживать. Вот чтобы вы для себя понимали. Так, и еще, девочки, женщины, мои хорошие, я должна вам сказать, ну, про корень рисунка хочу вам рассказать. Здесь у вас в корне рисунка какие-то цепи. Цепи что-то вас сковывает. Страхи, комплексы, может быть, боль из прошлого вас сковывает. Действительно, какие-то ошибки, которые вы сами допускали, там, либо в любви, либо по другим вопросам. У вас эти оковы рухнут, вас освободят от этого. У вас, знаете, как какой-то спад был, постоянный спад. У кого-то резкий, ну прям как провалами, да, а у кого-то он был очень такой лайтовый, но прям вниз. Вы медленно катились вниз. Этот спад прекратится в вашей жизни. У вас как новый этап идет. Новый этап, когда глаза зажгутся. Да? Вот первое, это мечта исполнится по материальному, по карьере, по работе. И второй, вот мужчина рядом с вами будет. Вот что идет. Жизнь меняется. Меняется, причем коренным образом. То, что вас сдерживало, то, что вам мешало, вы от этого свободу получите. Получите, причем как-то вот резко это все с вами случится. Как вы ходите вы из какой-то темной серой зоны. Вы ходите туда, где свет, где тепло, где хорошо, где весна. Где весна, где вам приятно. Жизнь будет меняться очень сильно. Ну, как говорится, слава Богу. Слава Богу, пусть так и будет. Ну, а с этими товарищами решайте, разбирайтесь. Здесь полный карт-бланш. Кого хотите, того и берите, выбирайте. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.